День семьи, любви и верности. Самой влиятельной семьей в истории Российской империи была правящая династия Романовых. И сегодня мы расскажем вам о царях, государях-императорах, которые прославились своей приверженностью семейным ценностям. Начнем мы с императора Павла I. Император Павел I прославился своей благотворительностью, а также многодетностью. Супругу его звали Мария Федоровна, она была по происхождению немецкой герцогиней и, конечно же, после православного крещения сменила свое имя, и ее стали звать так, как вот я сказала ранее. Итак, Павел I был благотворителем, филантропом, и при нем появилось императорское человеколюбивое общество. 4 сыновей было у царя Павла и также 6 дочерей. 2 из сыновей царя стали императорами в будущем. Итак, вот здесь вот у нас представлен Николай I. Он был 3-м сыном императора Павла. Супругой императора Николая I была Александра Федоровна, или же до православного крещения Шарлотта Прусская. Благодаря браку между Николаем и Александрой был заключен очень важный военный союз между Россией и Пруссией. И, конечно же, детей тоже в царской семье было много, 3 сыновей и 3 дочери. Дело в том, что Николай I прославился тем, что был человеком очень скромным. Очень скромным и старался такую же любовь к скромности прививать своим детям. Можно даже сказать о том, что скромность распространялась даже на питание. То есть император у нас питался на завтрак простыми сухариками. И, конечно же, тогда это стало идеалом для всех людей, потому что тогда люди старались ориентироваться на царскую семью. Царская семья – это был показатель семейственности для всей Российской империи, крупнейшего государства на планете того времени. Итак, внук Николая I Александр Александрович, Александр III, также был человеком семейным. Дело в том, что он всегда старался защищать своих детей. Даже известна история с несчастным случаем, когда царский поезд попал в аварию, и император сам лично придерживал его свод, чтобы он не обвалился и не повредил, чтобы семья его не погибла. Супруга у Александра III была тоже женщина очень интересная, Дагмара Датская. В 2006 году она была снова захоронена, так как умерла после революции за пределами России. И существует родовая усыпальница российских императоров, Петропавловская крепость. И непосредственно в 2006 году Мария Федоровна была захоронена там. Итак, Александр III жил в Гатчине и тоже старался придерживаться скромности. Иногда это доходило до очень интересных курьезов. Допустим, он даже не считал нужным фотографии родственников вставлять в рамки. То есть, просто считал то, что это не нужно, что это излишество. И, конечно же, при Александре III, благодаря тому, что он был хозяйственником хорошим, экономика страны, она очень сильно укрепилась. Ну и, конечно, хозяйственность, она и на повседневную жизнь императора тоже распространялась. Дорогие посетители, дорогие подписчики, День семьи, любви и верности является очень важным праздником для всех нас. И еще раз, как я и говорила в самом начале, хочу напомнить о том, что царская семья была наиболее влиятельной семьей не только Российской империи, но и также всего мира. И, конечно же, политика нашей страны, она оказывала влияние на весь мир, и непосредственно царские семьи, они были идеалом не только для нашей страны, но и вызывали очень глубокий интерес своими традициями, своими устоями и на другие страны. Спасибо за ваше внимание. Ждем вас в нашем музее.